3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в разрушенной первой Бесланской школе особенно многолюдно. Траурные мероприятия стартовали ранним утром с божественной литургии. Провел ее архиепископ Владикавказский и Аланский Зосима. Мы идем сюда потому, что душа наша чувствует, что со смертью не кончается жизнь, что со смертью не разрушается человек, а что он просто переходит в другой Божий ангельский мир. И дети эти живы, и солдаты эти живы, и учителя эти живы, и души их здесь, но мы, отягченные плотью, одебелевшие плотью, мы не можем их видеть и чувствовать. Жертвами теракта 10 лет назад стали 334 человека. Более половины из них – ученики Бесланской школы номер 1. Руслану Салказанову тогда было всего 6 лет. Он только пошел в 1 класс. Среди заложников оказались его мама, бабушка и младшая сестра. Вместе с ним из горящего спортзала смогла выбраться только бабушка. С мамой были отдельные, сестра с бабушкой отдельно. Уже плохо помню это все. То есть все-таки со временем воспоминания не тускнеют? Да. А хочется забывать или все-таки лучше помнить? Нет, хочется забывать. В час дня здесь начинаются официальные траурные мероприятия. Стихотворение Шамиля Джекаева, посвященное жертвам теракта, звучит во всепоглощающей тишине. В этот момент каждый думает об одном и том же. Вспоминают родных, близких, друзей, соседей и одноклассников. Всех, кому не удалось выжить. Ровно в 13:05 во дворе школы раздаются 2 удара колокола. Именно в эти минуты ровно 10 лет назад здесь прогремели 2 взрыва, после которых и начался штурм здания. А затем минута молчания в память о погибших и 334 шара, которые выпускают в небо бесланские школьники. За стенами этой школы жизнь течет своим чередом, однако этот спортзал будто отделен от всего остального мира некой преградой, невидимым куполом, который помогает сохранить внутри воспоминания о тех 3 страшных днях. Однако стоит лишь войти сюда, и они наваливаются с новой силой. На самом деле внутри школы за 10 лет мало что изменилось. В траурные дни спортзал всегда утопает в цветах. Здесь всегда есть питьевая вода и игрушки. Тысячи людей зажигают свечи, смотрят на фотографии погибших и тихо плачут. И надеются, что подобная трагедия больше не повторится. Яна Гагиева, Ацам Аскочиев, Осетия ТВ.